Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижире». Здравствуйте. Здравствуйте. Который как раз и рассказывает об истории башкирских родов. И сегодня нам очень хочется все успеть, потому что объем материала будет очень большой. Мы сегодня поговорим о роде Канглы. Да, о роде Канглы. Начнем, как всегда, с географии. Канглы, род Канглы как раз находится в западной, не в северо-западной, а вот именно в западной части Башкортостана. Это весь Буздякский район. Весь Буздякский частично, там Благоварский захватывается частично, Кушнаренковский, частично Туймазинский район и, наверное, там Белебеевский район тоже захватывается, там тоже есть ельдякские деревни. Мишкинский нет? Мишкинский чуть-чуть захватывается тоже, там буквально 3-4 деревни находятся в Мишкинском районе. Это довольно большая территория, да? Она бы не так, чтобы большая, но род, в общем-то, значительный. Заметный. Да, заметный. Род Канглы, если уже обращаться к истории, он такая общая тюркская, что ли, универсалия. Есть и в составе башкир, начнем с того, что и у башкир есть, и у казахов есть, и у узбеков род этот был, и крымских татар, у нагайцев и так далее. Я думаю, нам тут не стоит бояться повториться, что очень многие названия башкирских родов, они как раз уходят своими корнями в название тюркских племен, которые кочевали по просторам современного Казахстана, вообще всей Средней Азии, Казахстана, Монголии иногда еще даже. Если говорить о канглах, насколько я понимаю, основной ареал обитания, скажем так, да, этого племени – это Приоралье, от Приоралья до Волги, в общем, так примерно. Да? В древности они там жили. Как раз к северу от Орала, в низовьях Сырдарьи. Наверное, нужно коснуться вопроса происхождения их этнонима. Дело в том, что если брать по времени упоминания, по времени отражения в источниках, наверное, это один из таких древних родов. Да? То есть, вообще родов не бывает не древних, но некоторые роды, так скажем, довольно-таки поздно, в общем-то, всплывают в исторический источник, а эти вообще, так скажем, Кангюй. Кангюй – это по-китайски. Канглы упоминается во II веке до нашей эры, да? В китайских хрониках Ханьшу и так далее. Когда они имели государство Кангюй, что это китайский хронист таким безнадежно, что ли, с таким разочарованием пишет. Кангюй дерзок, не подчиняется срединному государству. 600 тысяч там они населения имели, 120 тысяч войска строевого, то есть это было серьезная в то время сила. О чем это говорит? Это говорит о том, что практически все мужское население являлось войском. Естественно, в то время это было такое, кочевое такое владение, кочевники, причем они не тюрками были, в общем-то, изначально. Это были, иранцы. Их история отразилась, что самое удивительное, в Авесте. В Авесте мы читаем упоминание Кангха, там Пресвятая Кангха. Кангха, как раз Канг, этот корень, он и лег в основу этнонима Канглы. Лы – это просто тюркский суффикс позднейшей принадлежности. Канглы, то есть человек из Канга. Значит, скорее всего, это скифо-сарматы. Это скифо-сарматы, местное сакское племя, которое жило, которое воевало, то, что им и называлось, собственно, Тураном. Ведь в Шахнаме и в Авесте как раз мы видим это противостояние, отражается драматическое противостояние двух стихий арийского мира, ариев севера, ариев юга, земледельцев Ирана, арианы, и этого Турана, кочевой степи, которые в этническом плане были те же самые, но были кочевники и постоянно, разоряли Иран своими набегами. Давайте тогда поймем, как это скифо-сарматское племя в итоге стало ассоциироваться с тюрками. В первом веке нашей эры начинается инфильтрация гуннов, на запад. Гуннов. И все, с гуннов все и началось. Гунны пошли, потом агузы пошли, тюрки пошли и так далее, и так далее. И со временем уже, так скажем, где-то к веку X во всех этих просторах современного Казахстана, Восточной Европы, эта иранская доминанта, она сменилась просто на тюркскую, и все. На самом деле, это очень интересный период истории, и не очень хорошо изученный. Может быть, он, кстати, неплохо изучен, но не очень хорошо изучаемый в школах, у нас в университетах. По разным причинам, наверное, так получилось, что историю, которую мы учим, она европоцентрична очень. А на самом деле, те процессы, которые происходили в это время в степи, в большой степи, от Монголии до Венгрии, они не менее интересны, не менее захватывающие, чем европейская история. И, вы знаете, однажды, не помню, кто уже из историков, на одной из программ, которые мы делали вместе, сравнил степь с морем. То есть для кочевников степь
не только территория, на которой там можно кормить скот и так далее, но это море в том смысле, что она позволяла путешествовать на большие расстояния за довольно сжатые сроки. Да? Так же, как для древних греков, египтян, я не знаю, римлян, да, было море, вот так же для них степь. И на самом деле все эти племена, они оказывались иногда с другой стороны степи за довольно короткие сроки. Поэтому, когда мы сегодня, да, говорим и о сарматах, и потом о тюрках, нас не должно удивлять, что где-то это по ту сторону Аральского моря начиналось, а в итоге вот так отразилось в Башкортостане. Конечно, это все было единое пространство, и в степи, так скажем, границ нету. Так же, как и на море, вы правильно сказали, вот греческая талассократия, то есть господство над морями, вот, или там, допустим, викингов, которых называют кочевниками моря, да, то есть они же, на самом деле, кочевники, они где только не были, они и в Гренландию плавали, и в Иран плавали, и там куда только не плавали. Да, степь, она такая вещь, и вот возвращаясь к англинцам, к роду Канглы, вот как раз вот даже Фердауси в своей бессмертной поэме «Шахнаме», вот он отразил. Канг находился вот на территории современного в низовьях Сырдари, скорее всего, на территории, значит, Хорезма древнего, так называемого. Вот. «Спою о деяниях седой старины, о Канге, прославленном граде, что встарь возвел Сиявуш, многодоблестный царь». Вот этот Сиявуш, так скажем, который считается царем вот этого Канга, он же как раз и по родословной, отраженной в Авесте, и в этом, и в Шахнаме, он происходил из иранских царей. И что самое удивительное, современное, вот у нас же опять есть методы генетического анализа, генетически оказались вот эти канглинцы, у них гаплогруппа G, идентичны практически той, которая вот находится в провинции Фарс, значит, в Иране, а Фарс это как раз вот этот центр Персии. Вот, то есть мы опять видим, значит, подтверждение того, что древние вот эти этногенетические предания, это все-таки не ложь, а находит свое подтверждение. Давайте теперь двинемся к средним векам и поймем, как племена с таким именем оказались уже на Южном Урале. Вот, ну тут мы не сможем обойти мимо печенегов. Дело в том, что Печенежский союз, в общем-то, распространенная версия, что название печенег это баджанак, то есть по-тюркски и в арабских источниках, так они отразились под таким названием, в русских источниках как печенеги. Баджанак, то есть баджа, свояк, свояки. Это просто объединение различных племен. Но ядром печенегов, там так и называется, Константин Багрянародный, византийский историк и император, писал, что основой печенегов составляет там 3, что ли, там рода, которые называются кангар. Вот как раз вот канглинцы и были ядром этой печенежской орды. Вот они до конца не утрачивали вот даже своего этого иранского языка, и потом даже когда уже Бируни писал о населении Хорезма, он пишет, что там живут аланы и асы, которые говорят на смешанном печенежском и, значит, в общем-то, своем алано-асском языке. Вот. Также и печенеги, вот у них какие-то реликты оставались даже иранской речи. Вот. Они были ядром печенегов, и мы судьбу печенегов знаем, она была довольно-таки такая трагическая. Они вот в союзе с башкирами противостояли в конце IX века, разразилась война, в союзе с башкирами противостояли другой коалиции тюркских племен – агузам, карлукам и кипчакам. И на их стороне еще хазары выступили. Так, а мы когда говорим о союзе с башкирами, башкиры того времени, что это? Вот это вот мы как бы и есть, в общем-то, загадка, что вот. Они просто отражены в источниках, вот написано, значит, мы судим. То есть это какое-то, скорее всего, племя? Ну, какое-то племя, одно из племен, да? Племя, не племя, мы можем только гадательно об этом говорить. Вот есть, скажем, историк Масуди. Печенеги и башкиры, племя Баджгурт и Баджнак дерутся, значит, сражаются с коалицией агузов, карлуков, кимаков и хазар, и кипчаков еще. Вот. Терпят поражение, и вот отсюда начинается движение. Больше мы пока как бы ничего не можем. Да. И движение начинается печенегов на запад. В русских источниках как раз и есть отражение. Они напали на Русь, так сказать, на южные окраины, так сказать, теснимые с востока. Мы отметили про печенегов, потому что одно из племен, составляющих основу ядро печенегов, было как раз канглы. Кангары. Дальше. Вот. Ну и дальше вот судьба у них такая была, что основная масса вот как раз печенегов разгромлена была. Она была разгромлена, бежала на запад, заняла территорию современной Украины, Причерноморья, и вот 200 лет, значит, они стали... Восток и юг. Ну да, я думаю, от Дона где-то, от Дона и фактически до Дуная. Вот это все печенеги заняли вот эту территорию, потому что... Вдоль моря. Да. На Дону, за Доном уже, к востоку за Доном уже начинались хазарские владения, и там постоянно у них были, в общем-то, конфликты. Вот. Причем они как раз с этой территории прогнали венгров.
вынудили венгров бежать Западнее. вот на территории современной Венгрии. Да. Вот такой эффект домино был. По ним ударили, они побежали, этих ударили, и, значит, все это, значит, как по эффекту домино, все это вот понеслось, так скажем. Двигались целые народы. Да, и вот венгры туда ушли. Потом 200 лет они стали головной болью для Византии и для Руси. Мы знаем, значит, по русским летописям, как они досаждали Киевской Руси. Ну, потом, в конце концов, их кипчаки оттуда тоже, значит, потеснили, и остатки печенегов, они, в общем-то, перешли Дунай, в общем-то, там осадили Константинополь, там стояли под Константинополем, император Алексей Комнин или Комнин просил помощи, ему не дали, значит, другие европейские государства, там Константинополь был на грани падения, помогли опять кипчаки. Договорился с кипчаками, напали два кипчакских хана, Баняк и Тугорхан, в русских, значит, фольклоре они отразились как Тугарин Змеевич, Тугоркан, и Буняка Шулдивый, это хан Баняк. Хан Баняк, считается, был из племени Бурджаглы. Тугарин Змеевич недаром, он, по всей видимости, был то ли из племени Елан, то ли Уран. Этноним Змеевич, это есть, скажем, калька его этнонима. Вот они разгромили этих печенегов, и потом остатки печенегов и башкир, там жалкие остатки, которые там стояли под Константинополем, они ушли в Венгрию. В общем, нанялись на службу королю Венгрии, и потом уже пошла вот там 200 лет их, там 200-300 лет их венгерской истории, о которой мы пока здесь не будем, значит, говорить. Но на родине осталась только небольшая часть оттуда, откуда их согнали. Кипчаки, агузы и так далее, и кимаки и так далее. Вот осталась только небольшая часть печенегов и небольшая часть башкир. Они были вот оттеснены на север, в горы Южного Урала, и туда отошли и башкиры, и вот какая-то часть вот этих рода кангаров, остатки печенегов. Вот и с тех пор уже началась южноуральская, собственно, история рода Канглы. А вот эта территория, которую сегодня, да, мы вот за родом Канглы, она какая? Она степная, она гористая, она лесистая? Она, понимаете, какая? Вот сейчас вот она там лесостепь, да? Ну, лесостепь. А что в древности было, мы тоже ведь не знаем. Там, да. Может, лес там был сплошной. Ну, это очень такие плодородные земли, и недаром мы сейчас, это вот где районы, где они там населяют, это передовики сельского хозяйства, эти районы. Но если мы ведем этот род от печенегов... А еще ранее, значит, от скифо-сарматского племени кочевников, да, вот канглы в то время, когда они начали подписывать грамоты, например, да, с Русью, ну, с московским государством, да, там мы ведем речь о какой экономике? Это было кочевое скотоводство или это уже земледелие? Я думаю, уже там, понимаете как, вот судим об их хозяйстве по очень немногочисленным источникам. Допустим, Юхнев был такой, это кунгурский бургомистр, который в начале 18 века был послан на разведку в Башкирию, потому что Башкирия была терра инкогнита, вот, и ему задача была переписать, какие в волости примерно сколько у людей там способны, значит, носить оружие. В некоторые волости его вообще не пустили, значит, выгнали. И вот он как раз о хозяйстве башкир, там у него есть описание. Как раз вот Канглинская волость, это Казанская дорога, так называемая. Там он пишет, половина жителей занимается хлебопашеством круглый год, а половина на лето выезжает на кочевки, то есть скотоводством, то есть яйлажное скотоводство. Вот на такое было хозяйство. Да, нам еще раз, наверное, нужно напомнить, мы часто через программу, наверное, об этом напоминаем, но мне кажется, это стоит того, когда мы говорим о названии рода, это не значит, что каждый человек, который жил даже и в древние времена на этой территории, относился пришел, вот, например, из степей Семиречья, да? Или там из этого района Семиречья. Нет, конечно. Пришли несколько воинов, которые были настолько там хорошо вооружены, настолько готовы воевать и так далее, что они становились, по сути, как считали, что они захватили эти места, да, и, в общем, местное население понимало, что проще там, да, подчиниться, чем с ними вступать в какие-то противоречия. И именно вот такие воины, которые говорили, мы вас дальше будем защищать, мы будем исполнять вот такие функции, давали имя этой территории. И вот с родом Канглы, скорее всего, мы можем это предполагать только, но скорее всего произошло именно то же самое. Возможно, тут нельзя это отрицать, но тот факт, то, что вы сейчас сказали, это на самом деле, это вообще опять человеческая универсалия, вообще такая, что всегда элиты во всех государствах, как правило, бывают иноземными. Все вот эти элиты, они всегда иноземцы. Почему? Потому что вот вспомните, значит, повесть временных лет. Славяне сидят, земля наша богатая и обильная, но порядка нету, а кому-то из своих славян стать, это сразу начинает соперничество. Поэтому они приглашают со стороны, значит, варяжскую династию. Современный, значит, скажем, феодальный класс, допустим, во Франции, тогда Галлии, как возник?
Пришли франки-завоеватели и сели, значит, стали вот этими баронами и герцогами во Франции. То же самое произошло в Великобритании, когда на местное кельтское население пришли англосаксы, а потом сначала. Да, сначала, а потом норманы, и создали все это. И норманы. Да, все это феодальное. Ну, и вот это везде так происходило. Давайте вот как раз завершать средневековый этот период, когда мы понимаем, что какая-то часть представителей Канглы, да, пришли на территорию Башкортостана и, значит, осели. Что произошло уже в период Ивана Грозного? Сохранились ли шежире? Потому что мы говорили, да, что во многих родах, к сожалению, там не сохранилось ничего, или, по крайней мере, сохранилось уже более позднего периода. Что говорится в документах этого периода, есть ли они у канглинцев? Вот, к сожалению, опять у них произошла такая же история, как вот со всеми башкирскими родами северо-запада, то есть которые резко перешли вот от именно вот такого всаднического образа жизни, стали оседлыми земледельцами. В прошлой передаче мы говорили, что шежире вот именно, как правило, сохранялись именно в таких воинских коллективах, поскольку у них вот произошел вот такой перелом, резкий переход от одного образа жизни к другому. У них, вот, к сожалению, вот такого древнего шежире у них не сохранилось. Но вот. Понятно ли нам, как они себя вели в этот период времени? Они склонялись к союзу с Сибирским ханством или они пошли сразу на переговоры? Нет, там у них вообще никаких отношений с Сибирью не было. Вот, они, в общем-то, если с чем-то и были связаны, то, значит, до присоединения с Казанским ханством. Вот, и они, в общем-то, довольно-таки после падения спокойно перешли под протекторат московского государства. Мы не видим там с их стороны каких-то вот таких враждебных действий. Канглы дали большое количество людей, в общем-то, известных, выдающихся личностей как раз для истории Башкортостана. Достаточно сказать, что вот Шехзада Бабич, он был представителем рода Канглы, родился вот в деревне Кигазы-Тамак, это вот как раз на территории Мишкинского района, вот эта канлинская деревня находится. Даже у него псевдоним был Канлы Баласы, он подписывался, то есть сын канлинца и так далее. Вот. Певец башкирской революции и так далее, и так далее. В общем, секретарь башкирского правительства. Ну, в общем-то, он в представлении Шехзада Бабича не нуждается сейчас. И премия есть республиканская имени Шехзады Бабича. Потом второй человек, не менее выдающийся, это, конечно, Мулаян Халиков из деревни Актау, нынешнего Буздякского района. Это был, в общем-то, правой рукой Ахмедзаки Валиди. Судьба его была, в общем, гораздо более трагичной. Вот когда уже валидовцы, основная часть, в общем-то, ушли из Башкирии, сначала в Среднюю Азию, потом Валидов уже эмигрировал в Турцию. Мулаян Халиков здесь оставался, будучи его правой рукой, в общем-то, и продолжал государственное национальное строительство Республики Башкортостан, вернее, Башкирии, Башкирской республики. Мулаян Халиков. Он был председателем СНК, был председателем ВЦИК и так далее. В 1937 году он, конечно, в общем-то, пострадал, как и все деятели его, скажем, призыва. Что еще можно сказать об этом роде? Много творческая элита оттуда вышла. Ведь не надо забывать, дореволюционная элита, башкирская элита, она тоже была, в общем-то, мощно представлена канлинцами. Вот, допустим, самый знаменитый канлинец Шахайдар Сартланов, он был депутатом Государственной Думы Российской империи, первой мусульманской фракции состоял, значит, дореволюционной Госдумы. Вот он был там одним из самых таких рьяных, что ли, защитников башкирского очного права, там выступал, вот он был дворянин и так далее. Ну, надо понимать, в какое он время родился, это как раз... конец 19 века. Да, конец 19 века, начало 20 века, это вот время, где вот они бравировали там своим безбожием и так далее, значит, там писали стихи, в которые критиковали религию, и, в общем-то, это вот люди были такого модернистского начала, которые пришли, чтобы, так скажем, сказку сделать былью. Вот. Потом, конечно... Он сразу принял революцию, да? Он, понимаете, там все, вот я так посмотрел, вот они все вот были, на самом деле, вот кроме, скажем, башкирской интеллигенции предуралья, в этой части, да, Башкортостана, она все-таки была заражена вот этими революционными идеями, но не большевизмом, а вот именно просто, значит, социалистическими идеями, такими нормальными идеями. Свобода, равенство, братство, там, демократизация и так далее, и так далее, и так далее. То есть они были больше, так скажем, социал-демократами, значит, такого, людьми эсеровского плана. В общем-то, у них было свои представления об аграрной, значит, реформе, да, вот. И они, естественно, были такие
одинаково отрицали вот таких правых консерваторов и, скажем, левых радикалов там, в лице большевиков. Вот у них что-то такое было посередине. Они приняли революцию, и когда вот началась, скажем, 17-й год, и Шейхзада Бабич сразу с первых же дней примкнул к башкирскому национальному движению. Да. Они находились в Оренбурге, там все курултаи проходили, один в Уфе, правда, проходил съезд. И потом уже в декабре произошел вот этот учредительный знаменитый курултай башкирского народа, который провозгласил автономию. И, значит, Шейхзада Бабич с самого начала... Несмотря на молодость, то есть его... Да, он мальчишка был, да, там 20, там сколько там лет ему было. Вот. Да, его, естественно, взяли, поскольку он был образован и, в общем-то, годился по всем параметрам такой политической деятельности. Вот, был секретарем башкирского правительства и с самого начала входил вот в ШУРО, Башкирский областной совет. Вот. Как так получилось, что он погиб в 19 Там получилось, году? понимаете как, там была такая страшная вещь, это ведь гражданская война, там иной раз, скажем, чужеземцу, к чужеземному этому захватчику, да, там более относились, более мягче, более гуманнее, да, чем... К своему же. Да, к своему же, там, скажем, брату, который находится в другом политическом лагере. Вот примерно вот такая вещь получилась. Там, когда башкирское правительство и войска перешли на сторону Советов в начале 19 года, все перешли, значит, находились они в это время, значит, в Тимясово, знаете, да, село в Баймакском районе, большое село, вот они там находились, и когда переход состоялся, Красный командование сказал им перейти, значит, в Красную мечеть. Это сейчас Мраково-Кугарчинский район, так, на ту сторону линии фронта. Фронт проходил как раз где-то вот по горам Урала. Туда перейти. Все перешли. А Бабичу, который там оставался, еще в Тимясово, было поручено вывести оттуда там, на десятках обозов имущество башправительства, архив, типографию и так далее, и так далее, и так далее. И вот он опоздал, остался. И вот он, когда вот ехал с обозом, вот, и попал в руки, так скажем, красноармейцев. которые, в общем-то, были его же... Ну, они, может, знали они или не знали о том, что башкирское правительство перешло на сторону белых, но даже если знали, у них, в общем-то, они... Понимаете, это была такая время анархии, партизанщины, там, каждый там батька, там, значит, ему, да мне вот плевать, что вы там перешли, я вот как вас считал врагами, так и буду считать. Ну и все, там взяли его и там его товарищи вот около села Зилаир расстреляли и убили. Вот такая была печальная история. Давайте тогда подводить, в общем, итоги в целом по этому роду, о котором мы, в общем, довольно много говорили, и так вот начали рано, да, о роде Канлы. Я только, знаете, что отмечу, что практически все тюркские народы, да, имеют в составе себя такие, ну, там, где это называется род, где-то называется еще как-то по-другому, ну, и казахи, и киргизы, даже каракалпаки, да, внутри себя имеют такое, в общем, подразделение, назовем так, которое называется канлы, канглы, ну, да, везде немножко по-разному. Везде, да. Более того, скажу, вот у меня вот мой хороший знакомый, он живет в Мишкинском районе, канлинец, у него брат живет в Казахстане, и вот он прислал книжку своему брату в Казахстан. Они канлинцы. И вот казахи местные там, он работал где-то в администрации, что-то такое там, значит, ну, и там отношение у казахов не то, что плохое там, ну, его так рассматривали, как, скажем, чужака такого вот. И когда увидели эту книгу, а ты что, говорит, канлинец? Он говорит, да, я канлинец. Так, как раз в Южном Казахстане, это, значит, старший ЖУЗ, там как раз это ведущее аристократическое племя, которое сейчас там во власти сидит. И тут сразу, так скажем, канлинец. Другое отношение. Так ему сразу его повысили в должности. Вот, и тут такой радостный, говорит, смотри-ка, говорит, там, значит. Вот как бывает, да. Ну что ж, я напомню, это был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижире», и мы говорили об истории рода Канглы. До свидания. До свидания.